Уважаемые участники рождественских чтений, тема моей лекции «Визуализация» звучит так. Образ великого благоверного князя Александра Невского в искусстве, дидактика и семантика. И сегодня вы сможете познакомиться с некоторыми произведениями искусства, в которых запечатлен образ Александра Невского. Я еще раз повторюсь, что с некоторыми, потому что их такое многообразие, что, наверное, не хватит и целого курса на год, чтобы осветить их разносторонность и глубину. И следует отметить, что каждая эпоха, начиная с XIII века, вот я не побоюсь сказать, что именно с XIII века, с момента кончины Александра Невского, прославляет этого удивительного человека, прославляет по-своему и по-разному, выделяя каждый раз какую-то определенную черту его характера. И уже после канонизации Александра Невского почитание его становится устойчивым. И даже несмотря на идеологические перемены в XX веке, образ Александра Невского в воспитательном плане, в культурологическом плане остается актуальным. И каждое последующее поколение носит какую-то свою лепту в его изображение. Но начнем с того, что художественный образ в широком плане обозначает любое явление, творчески воссозданное автором в произведении искусства или литературы для раскрытия событий действительности или внутреннего мира, переживаемого. И здесь надо отметить, что у нас нет конкретных исторических данных о том, как выглядел Александр Невский. К его портрету я еще вернусь, он довольно абстрактен. И поэтому, конечно, когда мы говорим о художественном образе великого благоверного князя, то здесь мы имеем перед собой примеры субъективного видения художника и веяний той эпохи, в которой этот образ создавался. Применительно к воспитанию личности художественный образ лучше рассматривать как одну из форм истолкования мира, истории и человека в истории. Особенностями такого истолкования являются исходная точка или импульс – это эстетический идеал. Но согласитесь, когда мы с вами гуляем по залам музея и смотрим на картины или произведения искусства, скульптуры, то первое, на что мы обращаем внимание, это на эстетическое наполнение образа, красиво или некрасиво. Да, вот первый тип суждения. И, наконец, конечный результат, когда нас произведение искусства чем-то удивило, оно нам понравилось, мы к нему подходим, начинаем над ним размышлять, это духовно-нравственное воздействие. Однако художественный образ в воспитании может иметь положительный, конструктивный и отрицательный, деструктивный элемент. И давайте вспомним Федора Михайловича Достоевского, его роман «Идиот», где князь Лев Николаевич Мышкин, увидев в доме Рогожина копию картины «Мертвый Христос», восклицает, цитирую, Мышкин, мельком взглянул на нее, а на слова Рогожина «Я на эту картину люблю смотреть», восклицает, на эту картину? Да от этой картины у иного еще и вера пропасть может. И Рогожин с ним соглашается. Чтобы избежать или свести к минимуму отрицательный аспект, важно учитывать главное свойство художественного образа, его самоценность в разных сферах бытия, от жизни конкретного человека до истории человечества. В отличие от других культур, только христианская культура допускает создание художественного образа. Ни в исламе, ни в иудаизме мы не найдем примеров антропоморфного изображения. Там это объясняется догматическими правилами, которые не допускают изображения Бога и человека как подобие Бога. Первый образ в христианской культуре был нерукотворный. В этом тоже есть определенный смысл. Мы уже говорили с вами, что художественный образ всегда субъективный. Так вот, образ Христа, который представляет собой в христианской культуре идеал, нельзя было внести субъективное начало. Поэтому этот образ нерукотворный. И все иконописцы начинали с того, что сперва изображали нерукотворный образ. Копировали как бы то, что уже по сути является вершиной мастерства. И вот любой портрет автопортретен, любой художественный образ отмечен авторским видением. И по преданию, ни предания, ни летописи, ни житие не сохранили портрет Александра Невского. Это было не в традициях Древней Руси. И
Осталось только довольно-таки абстрактное описание. Обратимся к нему. Это цитата из жития о храбрости великого благоверного князя Александра Невского. «И красив он был, как никто другой, и голос его, как труба в народе, лицо его, как лицо Иосифа, который египетский царь поставил вторым царем в Египте». Мы видим вполне нравственные характеристики. Сила же его была частью от силы Самсона, и дал ему Бог премудрость Соломона и храбрость его, как у царя римского Веспасиана, который покорил всю землю иудейскую. Я думаю, что у нас не вызывает вопросов понятие «сила Самсона» или «премудрость Соломона». Все мы знаем эти устойчивые метафоры. Но вот почему храбрость Веспасиана? Здесь, конечно, требуется разъяснение, особенно для подрастающего поколения. В житие поэтому дается вполне конкретное объяснение. «Однажды приготовился тот, имеется в виду Веспасиан, к осаде города Иотапы, и вышли горожане, и разгромили войско его, и остался один Веспасиан, и повернул выступивших против него к городу, городским воротам, и посмеялся над дружиною своею, и укорил ее, сказав: оставили меня одного». Вот главный источник о портретных данных Александра Невского. Далее в житие можно прочитать еще такие уточняющие строки. «Тих, приветлив, кроток, смиренен и тем подобен Богу». В этом описании нет индивидуальных, позволяющих даже предположить, как выглядел князь, черт. Яркие эпитеты и метафоры, которыми наградила географ Александра Невского, указывают прежде всего на духовные качества князя. Но как же тогда тихий, приветливый, кроток и смиренный человек мог одержать такие небывалые победы и не знать ни одного поражения? Попробуем разобраться. Итак, жизнеподобие художественного образа Александра Невского в наибольшей степени связано с воображаемым бытием, а сам образ является его фактом, который в воспитательном процессе становится своеобразной дидактической единицей. Итак, посмотрим на следующие образы Александра Невского и рассмотрим историко-культурные. Нет, я сейчас себя вижу. Нет, у меня нет проблем, мне все подключили. Но если это платформа московская, я точно не в Москве. Я же в Петербурге. Так и при чем здесь Москва? Я-то не в Москве. Я себя тоже вижу. Нет, у меня на устройстве не может быть проблем, потому что мне вчера все настроили, и мы проводили с этого устройства несколько конференций. Нет, понимаете, но мы вчера проводили конференцию с Псковом. До этого мы проводили конференцию с Карельской епархией, и все было в порядке. То есть, понимаете, вот это место, где никогда не было проблем. Ну, смотрите, вчера была конференция с Псковом. Хорошо, но если опять будет срыв, я не буду больше продолжать. Это какое-то просто издевательство. Иконография Александра Невского начала складываться во второй половине XVI века, сразу после официальной канонизации при царе Иване Грозном на Московском соборе в 1547 году. Тогда появляются первые иконы Александра Невского. В этом историческом факте заключен важный воспитательный аспект. Канонизируя сон русских подвижников, Русская Православная Церковь во главе с митрополитом Макарием давала русскому народу, только что вступившему в новую эпоху государственности России, образцы для совершенствования, определяя тем самым и векторы духовно-нравственного развития общества. И в образе Александра Невского сразу намечаются две линии – монаха-схимника и святого правителя. Они отражали суть подвига князя, которую хорошо сформулировал митрополит Иоанн Снычев. Для спасения России он должен был одновременно явить доблесть воителя и смирение инока. Обратимся к следующему слайду, посмотрим еще художественный образ Александра Невского. Это один из ранних
изводов. Святой благоверный князь Александр Невский с деяниями. Конец XVI – начало XVII века. Находится он в Покровском соборе, что на Рву в Москве. И вот здесь можно проследить в клеймах все земное житие Александра Невского, включая сцены его побед над шведами и над Ливонским орденом на льду Чудского озера, а также его посмертные чудеса. Житийная икона обладает высоким потенциалом воспитательным. Ее дидактическое значение обнаруживается в последовательном развертывании перед учащимися жизненного пути человека от рождения к прославлению, где под прославлением подразумевается не популярность, не земной почет и слава, а святость. И здесь каждый жизненный этап жизненного пути представлен как восхождение к святости. В современной образовательной практике святость можно рассматривать как естественное состояние, сообщенное человеку Богом при сотворении. Стремление к святости – это возвращение к норме, это цитата. На иконе святой благоверный князь Александр Невский с деяниями Александр Ярославович представлен не в княжеском облачении, а в схиме. Он не вооружен мечом, а благословляет. Вместо воинского шлема на его голову одет куколь, монашеский головной убор, символизирующий шлем спасения. Такое изображение имеет глубокий духовный смысл. Завершая свой доблестный путь служения земному Отечеству, князь уготовил себя для служения небесному Отечеству. Средник окружен 36 клеймами. Подробно в изобразительной форме они раскрывают нам жизненный путь князя. 12 из них посвящены земному служению, остальные – посмертным чудесам. В их числе следует отметить те, которые непосредственно связаны с утверждением любви к Отечеству и верности отцовским заветам. Здесь и чудо о душевной грамоте, мы потом остановимся подробнее на этом сюжете, потому что он очень популярен в изобразительном искусстве. И чудо о Донской победе. И вот чудо о Донской победе отсылает нас к Куликовской битве, где по преданию незримо участвовал в сражении сам князь Александр Невский. Он восстает из гроба и отправляется на помощь к своему сроднику Дмитрию Донскому. Следует заметить, что в этой же иконе, в одном из клейм, присутствует схожий сюжет, где Борис и Глеб также плывут в челне на помощь в Невской битве своему сроднику Александру Невскому. Традиция помощи земному воинству, воинства небесного, в этой иконе отчетливо прослеживается. Образ средники представляет преображенного человека, сюжет и клейм – его праведный путь. Каждое клеймо житийной иконы носит характер четко определенной и законченной композиции. Все вместе клейма составляют венок добродетелей центрального образа. В венок добродетелей святого Александра Невского входит детство без шумных игр, забав, любовь к книжности, послушание отцу, боголюбие, молитвенность, почитание священства, милосердие, мудрость, славные победы, праведная кончина и посмертные чудеса. Житийная икона святой благоверный князь Александр Невский с деяниями заставляет задуматься о путях служения Отечеству, смысле и долготе жизни, суетных желаниях и вечных ценностях, тленности земных благ и вечности Богу. Некоторые источники указывают, что один из ранних образов святого князя в доспехах и верхом на коне представлен в иконе чудо от иконы Божьей Матери Знамения или битва новгородцев-суздальцев. Удивительный по своего рода извод, потому что действительно в нижнем регистре, вот здесь, представлен Александр Невский в княжеском одеянии в шапке, вот перед ним Георгий Победоносец, рядом Борис и Глеб, но мы должны с вами помнить, что события, представленные на иконе, относятся к 1169 году, задолго до того, как Александр Невский родился. Удивительно, да, но здесь как раз имеется в виду тот самый яркий пример воображаемого бытия, длящегося в вечности, независимо от наших временных земных измерений. И этот художественный образ, конечно, говорит нам о вневременности и внепространственности. Можно еще вспомнить вот такой художественный образ, где святой Александр Невский представлен с Иваном Калитой, тоже в монашеском одеянии в Благовещенском соборе в Москве.
И вот такой образ тоже Александр Невский в схеме, рядом с другими святыми, Авраамием Ростовским, Иоанном. Это икона-таблетка из Софийского собора в Новгороде. И здесь Александр Невский, вот он, держит развернутый свиток, на котором написан «Завет потомкам». «Братья моя, Бога бойтесь и заповеди Его творите». Такие изводы вполне отвечали воспитательному идеалу Древней Руси. О нем говорилось в азбуках. «Не ищи человечьей мудрости, ищи кротости. Аще обрящешь и кротость, то и одолеешь мудрость. Не тот мудр, кто много грамоте умеет, но тот мудр, кто много добра творит». Также к ранним изводам относятся удивительная по своей красоте фреска Архангельского собора Московского Кремля, где князь изображен уже не в схеме, а он изображен в княжеском одеянии с нимбом, хотя фреска была создана при Иване в XVI веке, да, при Иоанне Грозном, но ввиду временных разных событий она потерпела утраты и была заново воспроизведена в XVII веке, поэтому ее датировка, как правило, относится к XVII веку. Нимб в данном случае обозначает не столько святость, сколько власть, которая была дана князю от Бога. Идут времена, меняются идеалы, но образ Александра Невского как незыблемый идеал остается. И преобразование Петра I, который вносит яркие изменения в культуру и образование, конечно, не обходят стороной образ Александра Невского. Учитывая, что государь Петр I считал себя продолжателем дел великого князя Александра Невского, он также борется со шведами, и поэтому для него было это очень важно – сохранять и утверждать память о святом князе в своей культуре. Но ему больше нравился образ доблестного воина, нежели смиренного инока. Поэтому Петр I вносит свою лепту и издает указ о том, что писать князя Александра Невского можно токмо как воина, никак иначе. В 1710 году в память о Невской победе Петр Алексеевич основывает Свято-Троицкий Александро-Невский монастырь на берегу реки Невы. Вот он перед вами, здесь Александро-Невская лавра, это да, монастырь, представлена и в разных образах 18-19 века и современный вид сверху. И с этого времени, в 1724 году Петр I переносит сюда мощи Александра Невского, которые до этого хранились во Владимире. Напомню, что князь Александр умирает по дороге из Орды домой, и он не доехал до родной земли, он умирает в городце, и поэтому он был захоронен во Владимире. И в этом же году, в 1724 году, Святейший Синод постановил писать святого Александра Невского в воинских доспехах и царской мантии, подбитый горностаем, а к его титулу добавить слово «великий». Это синодальное распоряжение акцентировало внимание на воинских заслугах князя перед Отечеством. Я вам напомню вот предыдущее изображение, где он как раз таким и представлен. И вот эта икона Ивана Гусятникова, она является лучшим примером. Здесь Александр Невский уподоблен святому императору Константину Великому, основателю Византии. Нам стоит помнить, что Петр I основывает, подобно Константину, новую столицу новой православной империи. И для него как раз было очень важно утвердить вот этот ассоциативный ряд, что Петербург – столица новой империи, Третьего Рима, четвертому не бывать, и вот утвердить эту преемственность, так, чтобы зритель или молящийся, глядя на икону Александра Невского, вспоминал и о том, что он находится живет в православной империи. Начиная с 18-го, с 19-го, уже в 19 веке образ Александра Невского претерпевает ряд изменений. В нем утверждаются политические черты, национальные черты, но никогда интерес
князю, к его личности, к его образу, к его изображению, прославлению не затихает. Один из наших петербургских исследователей XIX века пишет о том, что это было православно-государственное почитание, православно-государственный культ, такое он употребляет слово. Превращение святого Александра Невского в покровителя государства начинается после Петра I. И вот здесь мы с вами видим два образа Александра Невского, где он тоже представлен и в доспехах, и в горностаевой мантии, не княжеской мантии, а императорской мантии. Перед ним книга, корона, перед ним атрибуты имперской власти, с небес, с державой к нему его благословляет Господь. То есть эти иконы действительно были утверждать, даже скорее это можно сказать не иконы, а образ Александра Невского должен был утверждать славу государства. Важный перелом в развитии русской культуры был внесен победой в войне с Наполеоном. И после победы над Наполеоном начинается патриотический подъем. И этот патриотический подъем сопровождается обращением к русскому национальному искусству. Уже при Николае I строятся храмы в так называемом русском стиле, начинается изучение икон, реставрация живописи, оживленно идут дискуссии между славянофилами и западниками. Славянофилы высшим воплощением православного духа и нравственных народов объявляют храм идеалом живописи, иконописи. И, конечно, вот эти веяния не могли не сказаться на образе Александра Невского. И вот актуальным делается сюжет «Отказ Александра Невского послам папы». Здесь изображен сюжет, когда послы Папы Римского явились к Александру Невскому с проповедью Слова Божьего. И Александр Невский дает им лаконичный, но очень емкий ответ. От Адама до потопа, от потопа до разделения народов, от смешения народов до начала Авраама, от Авраама до прохождения израильтян сквозь море, от исхода сынов Израилевых и до смерти Давида царя, от начала царствования Соломона до Августа и до Рождества Христова, и от Рождества Христова и до распятия, и воскресения, от воскресения же его и от вознесения на небеса, и до царствования Константинова, от начала царствования Константинова и до первого собора и седьмого, обо всем этом хорошо знаем, и от вас учения не приемлем. Вот очень интересный момент, что в этих словах, который агеограф, автор «Жития», выявляет важные вехи, указывающие на преемство Руси от раннехристианского, не языческого, а именно уже раннехристианского Рима, то есть Рима, в котором уже прозвучало Слово Божье, апостольского Рима, и второго Рима Византия. Он перечисляет эти вехи в своем отказе. А также автор «Жития» пишет, что Александр Невский принимает этот ответ соборно, посоветовавшись с епископами, с духовенством, и папских посланников он к себе не пускает. Он их грамоту читает и также отвечает им грамотой. Конечно, в живописи этот сюжет было бы передать сложно. Александр Невский просто с грамотой, да, и этот сюжет требовал бы какого-то пояснения. Поэтому в живописи мы видим именно вот такие изображения. Обратите внимание, это работа Моллера для Большого Кремлевского дворца, где Александр Невский представлен в русском облачении, уже не в римском, в русском, с русскими орнаментами, в сафьяновых сапогах, и он отворачивается от папских легатов, которые так настойчиво пытаются ему вручить свою грамоту. Здесь прослеживается очень важный момент. Вот в том, что Александр Невский принимает свое решение не единолично, указывается на характерную для Руси симфонию властей, единство меча и посоха, государства и церкви, которая потом утверждается в иконографии Александра Невского уже в последующее время. И следует заметить, что Александр Невский как национальный идеал присутствует и в росписи
храма Христа Спасителя, грандиозного памятника победы над Наполеоном, символа славы России, символа веры России. Северный предел храма был посвящен святому Александру Невскому, который в XIX веке является небесным покровителем сразу 3 императоров: Александра I, давшего обет воздвигнуть этот храм в Москве, Александра II, который завершил построение этого храма, и Александра III, царствование которого храм Христа Спасителя осветили. И для храма Христа Спасителя образ Александра Невского выполнил художник Семирадский. Я пропущу слова Александра Невского. И вот перед вами 4 картона художника Семирадского для росписи храма Христа Спасителя. Здесь выбраны сюжеты. Вверху сюжет – это отказ с папским легатом. Александр Невский сидит вот на роскошном троне. Мы снова видим намек на трон Российской империи. Перед ним стоят в красном кардиналы. Здесь Александр Невский в Орде отказывается поклониться идолам монгольским. Внизу праведная кончина и чудо с посмертной грамоты. Вот здесь нужно уделить внимание именно последнему сюжету «Чудо с духовной грамотой» или «Гребение Александра Невского». Дело в том, что вот этот сюжет обязательно включается и в житийные иконы. Почему? Дело в том, что этот эпизод всегда имел большое значение в воспитании подрастающего поколения. Обратимся к житию. Там говорится: «Было же тогда чудо дивное и памяти достойное, когда было положено святое тело Александра в гробницу, тогда Севастьян эконом и Кирилл митрополит хотели разжать его руку, чтобы вложить грамоту духовную. Он же, будто живой, простер руку свою и взял грамоту из руки митрополита». Духовная грамота на Руси обозначала завещание правителя, касающееся земельного наследия. Историки видят в великокняжеских духовных грамотах источник, который отражает процесс либо собирания земель, либо дробления земель. То есть там было прописано, какие земли кому завещает князь. Важно отметить, что из всех князей Русская Православная Церковь причисляла к лику святых тех, кто своим земным житием заботился о сохранении земного отечества, православной державы. Впоследствии именно к памяти святых Андрея Боголюбского и его продолжателя святого Александра Невского, как покровителей земного отечества, возвращались мысли основателей русского самодержавия. Принятие почившим Александром Невским духовной грамоты из рук митрополита рассматривается как завещание своим потомкам, будущим самодержцам всероссийским, удерживать свои земли от беззакония и неправды и поддерживать в народе духовное единство. Да, самодержец – это удерживающий народ от зла и поддерживающий народ духовное единство. Фраза митрополита Кирилла «Дети мои, знайте, что уже зашло солнце земли Суздальской» в последующих редакциях жития Александра Невского звучит так: «Дети мои, знайте, что уже зашло солнце земли русской». Да, расширяются масштабы почитания от солнца земли Суздальской к солнцу земли русской. Этим подчеркивалось желание народа обрести в князе Александре Невском небесного попечителя над всей русской земли. И это всероссийское почитание начинается сразу после кончины Александра Невского. Живопись Семирадского была блестящей, была эффективной, но все-таки не достигла целей оказания необходимого воздействия на формирование православного мировоззрения российского общества. Его критиковали, и была потребность в создании новых образов. И вот в полной мере чаяния общества и видения людей и прочтения истории отразилось в образе, созданном Виктором Васнецовым. Этот образ перед вами слева. Он был выполнен в 1880 году для росписи Владимирского собора в Киеве.
Творческая личность Васнецова сформировалась под сильным влиянием идей Достоевского. Она была глубоко, вообще личность Васнецова глубоко религиозна. Удивительный совершенно человек, вышедший из семьи священника, воспитанный исключительно в традициях, в православных традициях русской культуры, учившийся в семинарии, но не закончивший ее, потому что в нем был обнаружен его учителями талант художника, учившийся в Академии художеств, сохранивший в себе вот это глубочайшее чувство веры, глубочайшую любовь к родине. Он говорил: «Я всегда только Русью и жил». И вот он писал своему другу Поленову: «Я крепко верю в силу идей своего дела. Я верю, что нет на Руси для русского художника святее и плодотворнее дела, как украшение храма. Это поистине дело народное и дело высочайшего искусства. Я не отвергаю искусство вне церкви. Искусство должно служить всей жизни, всем лучшим сторонам человеческого духа, где оно может. Но в храме художник соприкасается с самой положительной стороной человеческого духа, с человеческим идеалом». И вот перед нами Александр Невский Виктора Васнецова. Как былинный богатырь он стоит, держа в одной руке хоругвь и прижимая к сердцу меч. Меч он прижимает там, где рядом Васнецов изображает крест. Перед нами православный русский воин, готовый душу свою положить за друзей своих и за свою родину. Он сосредоточен. Возможно, что в этот момент в его душе происходит молитва, диалог к Богу. Ведь не случайно в житии говорится о том, что накануне каждого сражения Александр Невский заходит в храм и творит молитву. Мы нигде не можем найти ни в летописях, ни в житии слова Александра Невского. Везде идут лишь обобщенно, да, обобщенные слова, это не конкретные его фразы, но везде цитируется его молитва, как звучала его молитва. И действительно, образ Александра Невского был одним из лучших в XIX веке, но я не побоюсь сказать, что, наверное, и до сих пор это один из лучших образов Александра Невского. Рядом с Виктором Васнецовым работал молодой Михаил Нестеров. И он тоже создает свой образ князя, который в молитве преклоняет голову. Это картон для церкви, для храма Воскресения, еще он имеет название «Спас на крови» в Петербурге, где святой князь зажигает свечу у иконы Пресвятой Богородицы. Это и тот, и другой образ, и образ Васнецова, и образ Александра Невского Нестерова предназначались для иконостасов храма. То есть это означало то, что перед ними верующие могли молиться. К образу Александра Невского Нестеров обращается неоднократно. В 1890-х годах в Абастумане была построена церковь Александра Невского для наследника престола великого князя Георгия Александровича. Он подолгу жил в Южной Грузии ввиду болезни. Он не царствовал, потому что рано умер. И вот здесь Михаил Нестеров выполняет ряд эскизов, вот это перед вами эти эскизы для росписи, а потом и саму роспись. И мы снова видим сюжеты Александра Невского, который подходит, зажигает свечу перед образом, и сюжет уже нам знакомый, кончина Александра Невского, который вот этот сюжет Нестеров называет «Успение Александра Невского», внося в него такой именно религиозный контекст. Святой Александр Невский был одним из небесных покровителей великого князя Георгия Александровича. Соответственно, его небесным покровителем также был и Георгий Победоносец. И поэтому в росписи, которая перед вами, в эскизе росписи, которая перед вами, представлены с двух сторон перед престолом Божьим святой Александр Невский, типичный славянин, и чернобровый Георгий Победоносец с такими южными чертами. Подчеркивая в ликах небесных покровителей заказчика различную этническую принадлежность, художник через это сопоставление утверждает идею богатства и равенства народов Российской империи. Недаром покидающий храм
Георгий Александрович, великий князь, заметил ликующую композицию «Христос во славе» на западной стене над входом в дверь и был очень доволен. Обычно на западной стене помещали страшный суд. Здесь же Нестеров разворачивает моление небесных покровителей за родную землю. Подводя краткий итог обзору Александра Невского в XIX веке, нужно отметить, что этот образ отличается вполне конкретным религиозным подходом, и акцент делается в большей степени на государственных идеях, на прославлении и воплощении государственных идей, утверждения славы России и православия в образе великого князя. После Октябрьской революции интерес к образу Александра Невского нисколько не иссякает. И особенно ярко он проявляется в годы Великой Отечественной войны. В 1942 году, в дни самых суровых испытаний, по заказу Комитета по делам искусств художник Павел Корин пишет триптих «Александр Невский». И в центре он изображает монументальную фигуру князя в доспехах и валом плаще, опирающуюся на меч, под развивающимся стягом с ликом Иисуса Христа. В художественном образе, созданном Корином, святость князя завуалирована патриотическим настроением. Перед нами грозный освободитель, грозный военачальник, спаситель русской земли в XIII веке от немецких, а тогда как раз делается акцент на том, что рыцари крестового похода были в большинстве своем немцы, победителем рыцарей, и этот художественный образ становится почти легендарным. Известно, что в 1944 году после освобождения Великого Новгорода новгородцы устанавливают копию вот этого полотна Корина при въезде в город, чтобы он поддерживал патриотический дух фронтовиков и тех, кто въезжает в Новгород. Сразу после войны создаются образы Александра Невского разные. Также вот еще хочу вам показать несколько такой совсем индивидуально субъективный образ Николая Рериха, тоже один из создан вот в 1942 году вверху, потому что этот образ был актуален, и еще задолго до начала войны, в 1904, немножко такого революционного характера. Вот этот интересный очень сюжет, можно сказать, в какой-то степени пророческий. В 1941 году Иван Билибин разрабатывает эскиз открытки. К сожалению, Билибину не удалось реализовать свой замысел в полноте, потому что он не пережил первую зиму в блокадном Ленинграде и умер. И вот уже после победы, конечно, сюжет победоносного шествия, победоносного въезда Александра Невского в освобожденные города становится наиболее актуальным. И вот здесь перед нами такой въезд Александра Невского в Псков, написанный художником Серовым в 1945 году. Дальше мы с вами можем посмотреть картину Пресекина «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет», где создана попытка изобразить ледовое побоище. И в центре мы видим с развивающимся алым плащом на белом коне, устойчивые, да, такие символы русского искусства, праведный воин на белом коне с алым плащом, со взмахом меча. В центре, да, вот Александр Невский, опять лик спасителя над ратниками развивается, как покровительствует им. И вот здесь вот в этом вот скопище фигур можно различить праведных воинов русских и неправедных тевтонцев. Эта картина была первый ее вариант и замысел возник в 1984 году. В 1993 году в Кремле появилась новая картина, посвященная героической победе Александра Невского. И можно сказать, что вот этот сюжет привлекал внимание многих художников и привлекает до сих пор. Еще в качестве ярких примеров можно вспомнить картину Юрия Пантюхина. Да, уже типичным атрибутом для Александра Невского становится алый плащ,
тоже мы видим две хоругви, лик Спасителя, в котором, как ни странно, сохраняется символика империи, да, черный стяг, золотой нимб, цвета империи. Или вот, например, уже на иконах Александр Невский тоже прославляется как воин с мечом, молитвенник, стоящих на горных высей, молящихся за Александра Невскую лавру, где упокоились его мощи, и за всю Россию. Здесь Александр Невский склоняет голову перед Пресвятой Троицей, она изображена у нас в левом сегменте иконы, и заступается за свой город, за свою обитель. Еще хочу вам продемонстрировать трехчастную икону в Александро-Невской лавре за ракой с мощами Александра Невского, где Александр Невский с крестом представлен в центре. По сторонам от него стоят князья Борис и Глеб. Также образ Александра Невского неоднократно воссоздавался в памятниках, скульптуры. Перед вами памятник в поселке Устьежора, как раз на том месте, где происходило сражение Александра Невского со шведами. Памятник на Привокзальной площади в Великом Новгороде, можно сказать, одно из удачных изображений Александра Невского. Здесь также памятники молящегося Александра Невского, держащего шлем в Константино-Еленинском монастыре в Ленинградской области, памятник в Курсе известного скульптора Клыкова и памятник Александра Невского на площади одноименной в Петербурге перед Александро-Невской лаврой. Для этого памятника характерен жест, державный жест, и вообще в памятнике воспроизведена цитата римской скульптуры, так изображали римских императоров. Вот здесь для столицы православной империи очень характерно устанавливать именно памятники великим полководцам, царям, правителям, князьям с державным жестом. Такой же жест имеет медный всадник. И, конечно, нельзя не вспомнить яркие образы в кинематографе. Поделюсь лишь своими размышлениями и замечаниями как преподаватель. Просматривая оба фильма, современная молодежь нередко выдает именно такие комментарии, что для них привычнее и интереснее смотреть фильм, снятый в 2008 году, нежели чем фильм, снятый практически полвека назад, потому что те символы, которые сняты режиссером Эйзенштейном, зачастую бывают современной молодежи непонятны. Но образ Александра Невского, который воссоздан актером Черкасовым, признается лучшим и современным поколением, несмотря на то, что с большим интересом они смотрят фильм 2008 года. То есть действительно вот именно воплотить в себе довольно сложную личность, такую как Александр Невский, полководца и политика, и человека, наделенного глубокими нравственными качествами, смог только Черкасов. И этот образ сохраняет свою актуальность на протяжении уже многих десятилетий. Яркие художественные образы Александра Невского создал художник Павел Рыженко. Его триада «Солнце земли русской» перед вами, вверху Невская битва, где Александр Невский совсем еще юный вытирает меч, подкрадываясь к челнам вражеским. Внизу очень интересный и редкий сюжет. Александр Невский с Сартаком, картина называется «Сартак». Александр Невский уже зрелый муж, и его побратим, монгол, сын монгольского хана, который принимает крещение, христианство принимает именно после общения с Александром Невским. Здесь развивается идея о том, что воинство, православное воинство, христианское воинство, оно не только защищает землю, не только защищает отечество и родной народ, но еще сеет семена веры. Они несут веру христианскую другим народам, которые пребывают в тьме неверия. И вот здесь как раз Александр Невский представлен таким сеятелем семян веры, и смиренный Сартак, который опирается на меч, и этот меч он уже воспринимает как крест.
И третий сюжет Александр Невский, просто название сюжета Александр Невский, где само изображение наводит нас на мысль, что это последний путь Александра Невского домой, когда он заезжает на могилу отца, который тоже не смог вернуться домой, был отравлен в ставке хана и похоронен по дороге, и вот он у могилы отца стоит, прощается с ним, и скоро его тоже самого не станет. Этот сюжет был Рыженко воплощен дважды, с некоторыми отличиями. Здесь Александр Невский держит в руках шлем, здесь картина носит более философский характер, и в руках Александра Невского появляется череп, символ тщетности и суетности земной жизни и вечности жизни в Боге. И в завершении хотела вам показать диораму «Ледовое побоище», которую еще не экспонируют широко. Она была недавно выставлена только в Петербурге в артиллерийском музее, потому что она была создана художником Емельяновым как раз к юбилейному году и предназначается для строительства для павильона, который уже строится в Псковской области у места, где происходило ледовое побоище. Это грандиозное произведение, огромное по своим размерам, в котором наш современный художник Евгений Емельянов говорит со зрителем языков устоявшихся символов, так называемых культурных кодов, для того, чтобы показать людям их истинные ценности. Не случайно, что эта диорама завершалась, работа над ней шла много лет, но завершалась она в годовщину 75-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне. Значит, в чем символы прослеживаются? В изображении сгущающихся над врагами туч и расступившимися над русичьими облаками, знаменующих, что на стороне праведного воинства сражается воинство небесное, и на них проливается свет. В том, что шлемы русских воинов похожи на купола церквей, доминирование красного пасхального цвета в обмундировании соотечественников, рыцари, объятые ужасом, праведники, праведные воины, обращены к небесам. Интересная вот тоже цитата, которая прослеживается у многих художников, и у того же Виктора Васнецова. Изображать павших воинов. Русских ратников изображают так, как будто они упали и уснули, и их лица открытые и светлые устремлены к небесам, к Богу, тогда как, это фрагмент перед вами, диорама огромная, тогда как поверженные воины, вражеские воины, они падают в страхе и ужасе, их фигуры изломаны, их фигуры находятся в какой-то, можно сказать, такой суетности, и они не выражают у нас ассоциации с сном. И, конечно, это противостояние знамен тевтонского флага с черным крестом, который вызывает ассоциации со свастикой, и русской алой хоругвью с распятием, которое одновременно напоминает и древнее знамение Константина «Сим победиши» и красное знамя над Рейхстагом. Особого внимания, конечно, здесь заслуживает кульминационная сцена. Это вот в центре противостояния Александра Невского и магистра Тевтонского ордена. Князь Александр Ярославович выделен светом солнечных лучей. Он представлен в алом плаще, в шлеме, с открытым лицом, верхом на белом вздыбленном коне. Наступательный порыв князя усиливается взмахом его меча и напористым наскоком коня. Надо заметить, что все лошади, оседланные русскими ратниками, отличаются стремительным движением вперед, тогда как кони рыцарей находятся в замешательстве. Обратите на это внимание. Образу Александра Невского вторит фигура его дружинника, который правой рукой замахивается на врага с кистенем, а левой бесстрашно хватает за древко копья, отводя тем самым от себя удар. Магистр облачен в рыцарский доспех, его лицо полностью закрыто. И хоть сам он устремлен в сторону благоверного князя, его меч опущен, а конь застывает в оторопи. Художник не акцентирует внимание на количестве жертв, но изображает сражение так, как будто бы в самом начале, когда кровь ратников и рыцарей еще не обагрила снег, но все равно она вся проникнута глубоким трагизмом. Этот трагизм отмечен символико-аллегорическим смыслом. Да, уже почти в центре мы видим вот эту распростертую фигуру павшего ратника.
русский воин, пожертвовавший жизнью во имя Отечества и православной веры. Мы на слайде не можем увидеть, но в диораме присутствует изображение проваливающихся под лед, словно в бездну, конных рыцарей. И художник делает на этом акцент, чтобы показать, что их поход на Святую Русь был неправедный, и поэтому их смерть страшная и наполнена ужасом. К этому полотну было создано свыше 80 живописных и графических работ. И сейчас эту диораму уже готовят доставить в Псковскую область непосредственно к месту события ледового побоища. Диорама получила очень высокую оценку, она действительно обладает выразительностью, остротой и, можно сказать, во многом подводит итог тому богатейшему наследию, которое уже имеется в русской культуре, в русском искусстве, посвященному образу Александра Невского. Конечно, мне хочется верить, что мы с вами еще будем свидетелями создания многих образов Александра Невского, и наши с вами ученики, наши последующие поколения внесут свою достойную лепту в создание и развитие образа великого князя. В заключение хочется сказать, что многообразие произведений, посвященных Александру Невскому, указывает, что сегодня человек испытывает духовно-нравственную эстетическую потребность в художественном образе христианина, гражданина и семьянина, каким называли Александра Невского. Именно такой собирательный и разносторонний образ, синтезирующий в себе базовые национальные ценности, может служить примером для молодежи 21-го столетия, ориентированной на гражданское и патриотическое служение, образцом или даже, может быть, идеалом для личностного совершенствования. Большое спасибо вам за внимание. До свидания.